Народные гуляния развернулись с самого утра. На улицах хороводы, ярмарочные ряды. Каждый мог попробовать национальные коми-блюда. И свежий коми-сур в жару оказался как нельзя кстати. 32 года праздник собирает гостей, и с каждым разом он все ярче и масштабнее. 87-й год. Мы такие молодые были. Мне было 19 лет, когда этот праздник начался. Вот. Я помню такой момент, что были писатели, мы о них говорили, кто они, откуда, какие произведения они пишут. Ну, как бы это был как круглый стол или просто вечер. Мы не думали, что вот данное мероприятие потом будет таким масштабным. На площадках звучат произведения коми-писателей. Встреча с авторами, живая беседа – это, по сути, символ праздника, главный замысел фестиваля. Где еще вот так воочию можно увидеть именитых литераторов и услышать из первых уст новые наброски. Конечно же, звучат и стихи родоначальника праздника Альберта Ванеева. Известный коми-поэт родился в этих местах 85 лет назад. Читаю вот нашего Альберта Ванеева. Ну вот, знаете, некоторые вспоминаются, вот, а сам с деревни Мувчук, у меня там большой тоже дом такой. И вот он писал про Тца Керка. Тая Керкас, Лун Бана, Уджиджиряса Керка. Сон дис пырас, да рытася спет. Как всегда, по традиции в этот день соревнуются и дети, кто больше и лучше читает. А местный краеведческий музей даже презентовал книгу самодеятельных поэтов Удары «Язычье лес», что в переводе «Серебряные ручьи». Задача наша вообще в целом в Республике Коми, чтобы в каждом муниципалитете было какое-то одно очень большое знаковое событие. Для Удары этим событием сейчас является коми-книга. И она действительно... Она показывает, что Удара, она самая читающая. Такого праздника именно книжного Республики Коми пока нигде нет. Завершился праздник галоконцертом самодеятельных коллективов. Они съехались со всей республики. На сцене пели и плясали, и читали стихи поэтов земли Коми. Татьяна Супряткина, Павел Люленмин, телеканал Юрган, Ударский район.